Здравствуйте, дорогие жители и гости нашей столицы, города Якутска, да? Меня зовут Павел Габышев, я являюсь шеф-поваром ресторана «Мусхая». Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, да, нашим Исехом. И чтобы вы не скучали дома, я покажу два блюда, то есть мастер-класса. Вот, и я думаю, они вам понравятся. То есть это будет традиционно наша жеребятина и оладьи, но в современной интерпретации. Вот. Давайте приступим. У нас есть жеребятина, 2 маленьких кусочка. Также в этом блюде будет 3 ингредиента. То есть жеребятина, саламат и соус из жеребячьих костей. Так как у нас безотходное производство, мы используем все абсолютно. Вот, первым делом мы разогреем сковородку на максимум. Вот, возьмем масло сливочное, 50 на 50, и растительное. Вот. Мясо посолим, поперчим. С 2 сторон. Соль. Даже можно выложить сюда. В сторонку. Кладу наше мясо. 2 кусочка примерно по 80 грамм. То есть мясо мы будем, колер мы дадим здесь, а доведем все это в духовке. То есть когда мы будем, то есть мясо у нас поджарить с всех сторон, мы его доведем в духовку где-то на минут 5. За эти 5 минут мы должны разогреть наш соус и саламат. Об этом я расскажу чуть позже. Переворачиваю. То есть саламат будет как на гарнир у нас, но он будет не простой, а из уже зажаренной муки. То есть как сделать жареную муку, то есть на обычную сковородку вы жарите муку в течение 5 минут для такого орехового вкуса. То есть можно было бы, конечно, обычный классический саламат сделать, но мы его сделаем по-другому. Так что наше мясо жарилось. Мы специально подготовили пергамент. Даем мясо отдохнуть. Так, еще сторонку тогда. Все.
Так, огонь на средний. Ставим температуру 200 градусов. Нет, давайте 220. И в уже разогретую духовку примерно на минут 8, да, кладем наше мясо. То есть у нас есть 8 минут, чтобы разогреть наш гарнир и соус. Вот саламат. Здесь у нас соус. Это жеребячий демигляс. Мы делаем его из жеребячих костей. То есть кости мы не выкидываем, а делаем из него соус. Делается он, обжариваются кости, да, до золотистого состояния, заливается это все водой, и в течение 2 суток все это выпаривается. С добавлением вина, различных корнишонов, точнее корнеплодов. Он такой густой, как получается. Так этого, я думаю, нам хватит. Температура на среднем. То есть есть 3 температуры. То есть самая низкая, средняя и высокая. Так, я добавляю чуть воды. То есть не воды, а молока. Так. И замешиваю. То есть салат я сделал, это мука, молоко и растительное сливочное масло. Соль. Соль по вкусу. Вот наш соус. Так, в сторонку. Так, то есть в ресторанной сфере должно быть как происходит работа. До мяса остается 6 минут, да, то есть и в течение 6 минут вы должны отдать горячий гарнир, то есть приготовить и разогреть соус. Потом остается примерно секунд 30, да, то есть вы скидываете гарнир, пока сушеф либо кто-то главный на кухне его гарнирует, да, то есть в это время, то есть вы подаете уже горячий блюдо. Такой у нас получается соус. Этот соус вы можете попробовать у нас в ресторане, да? То есть, когда вся эта пандемия закончится, добро пожаловать. Разогреваем. Пробуем на соль обязательно, да? Получился такой привкус орехового такого саламата. Необычный, очень. То есть все, что вам нужно, это зажарить муку в течение 5 минут, растопить масло, залить, то есть высыпать эту муку, потом залить молоком. Вот получится саламат. То есть и саламат, то есть степень готовности саламата определяется, когда выделяется масло. Он должен быть эластичным, без комков. Можно еще добавить сливки. Я убавлю на минимум, на днерочку, чтобы наш саламат, наш соус не пригорел. До мяса остается 4 минуты. Давайте мы перевернем.
все почти готово. И на сервис я подготовил тут незабудки, плюс одуванчик, что-то, да? То есть, это на декор у нас идет. Цветочки какие-то. Так, ну все, ну ждем. Так, все, наше мясо готово. Включаем духовку. Достаю. Сервировать мы будем здесь. Так, мясо нужно чуть-чуть отдохнуть. Буквально где-то полминуты, минуту. Только мясо отдыхает, я еще раз размешаю салат. Сейчас будем сервировать. Все, салат разогрет. Делаем из него кнель. Мясо. Положим. Соусом. Цветочки, которые собраны. Все. Наше блюдо готово. Жеребятина в соусе демигляс и с ореховым саламатом. Итак, друзья, первое блюдо у нас готово. Сейчас мы приступаем ко второму блюду. Будут оладьи. Для этого нам, то есть рецепт классический. Это яйцо, мука, соль, молоко. То есть мы сделаем необычные. Они будут воздушными. Так, берем яйцо. Да. Сливаем его. Так, добавляем молока. То есть сделаем это все на глаз. Примерно 200 миллилитров. Чуть-чуть можно. Так, соли.
2 щепотки сахарную пудру. Грамм 20 кислотки сделаем. И муки. Грамм, может быть, 70. Ну, если что, мы добавим немножко молока, если будет. То есть консистенция должна получиться не густая, не жидкая. Взбиваем все это венчиком. Такое тесто 5-минутка. Очень быстро делается. Отбиваем еще муки. Муку мы заранее просеяли. Еще надо. Потом я покажу, какая должна быть консистенция. Еще муки. Ну, что-то уже становится похоже. Если у вас нет венчика, можно использовать вилку. Так, ну вот, примерно вот такая консистенция должна получиться. Идет. Так, все, мы замешали тесто. Разогреваем нашу сковородку. Кстати, попробуем. Давайте на 5. Я сначала на максимум, потом беру на среднюю. Вполне. Так, наливаем масло. Так, и заливаем его в сифон. Берем ложку и аккуратно выливаем. Так, у меня есть тут измеритель температуры. 6, 32. Так. Закрываем. Баллончик с газом. Отправляем его. Сейчас будет звук. Сколько нам нужно? 190. 200 уже. Так, снимаем с максимума на 4.
все можно жарить уже. Слегка польем маслица. Так, температура у нас 200. Снимаю очень аккуратно. Такие пышечки получились. Пропалим маслицем, чтобы они полностью пропеклись. Все, они уже готовы. А сервировать мы их будем... Мы сделали специально брусничную сгущенку. Вот, она делается легко. То есть вы берете сахарную пудру, молоко и уже готовый брусничный соус и выпариваете просто. Тут у нас есть еще облепиховая сгущенка. Все тоже делается все, то есть по аналогу. Так. Наши оладьи готовы. Скидываю их. Сейчас буду сервировать. То есть этого нам еще хватит на порции, может быть. Ну, штук, наверное, 15 точно хватит. Так, сервировать мы будем... Ну, 2 штучки положим для красоты, чтобы было. Так, сначала мы берем сгущенку, а также накануните наши цветочки для украшения еще. Берем сгущенку, поливаем сверху. Ну и можно еще облепиховую, да? С другой стороны облепиховую. И цветочки наши. Так вот такие летние оладьи получились. Все. Все, друзья, наши оладьи готовы. Всем приятного аппетита.